الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху Всевышнему Субханаху ва Тааля, нашему Господу, Творцу небес и земли, тот, который обладает безграничной властью, мудростью, знанием и могуществом. И воистину тот, кому Всевышний Аллах пожелает блага, никто не сможет воспротивиться ему и навредить, а тот же, на кого пойдет гнев Всевышнего и его наказание, никто и ничто не в силах будет ему помочь или спасти. Просим у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы наши эти лекции и уроки были полезными, и чтобы Он ниспослал нам в этих маджлисах, в этих кружках свое благословение, дал нам, увеличил наше знание и дал нам понимание религии. Продолжаем с вами изучение суры Юсуф. И сегодня мы продолжаем с 3-го аята, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Нахну накуссу алейка ахсанал касаси бима аухайна илейка хазал Кур'ана, ва ин кунта мин каблихи ламинал гафилин». Аллах говорит: мы рассказываем тебе наилучшую историю, внушая тебе в откровении этот Коран, хотя прежде ты был из числа беспечных и незнающих. Начинает Аллах аят со слов «мы». Мы рассказываем тебе, говорит. У нас часто для того, чтобы придать весомость своим словам, с друг другом, когда мы разговариваем, да, если наш собеседник, у него появляются какие-то сомнения относительности информации, мы говорим: это я тебе говорю. То есть мин син айтам, я тебе говорю. То есть таким образом мы говорим: не стоит тебе сомневаться в этих словах, потому что это я тебе передаю эту информацию. И Аллах Субханаху ва Тааля здесь, ему наилучший пример, говорит: мы сказали на прошлом еще занятии, что мы для возвеличивания, Всевышний Аллах использует, мы рассказываем, говорит, тебе историю. И раз, то есть мы это сам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, значит, в этом рассказе, в этой истории ты не должен ни в коем случае сомневаться, и ты должен принимать ее так, как мы тебе ее рассказали. То есть Аллах Субханаху ва Тааля с самого начала суры Юсуф уже говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и нам, слушателям и читателям этой суры, что это Он эту историю нам поведал. Это Он эту историю нам рассказал. И, следовательно, у нас не должно быть никаких сомнений в правдивости, в истинности, достоверности этой истории. Сам Господь миров эту историю поведал. Мы рассказываем тебе самый прекрасный рассказ, ахсан аль-касас, все истории, которые упомянуты в Коране о предыдущих пророках, о праведниках, они являются наилучшими, несомненно. Они лучше всех, когда бы то ни было написанных, придуманных, поведанных историй людьми, ввиду того, что они истинные и правдивые, в их правдивости нет сомнений. Очень много рассказов, в которых ты не уверен, а было ли это на самом деле или нет. Однако рассказы, истории Корана, в их истинности нет никаких сомнений. Рассказы, истории Корана, их подача, их красноречие, их плавность разъяснения, она передана наилучшим образом. И эти истории содержат в себе огромное количество уроков, назиданий и пользы для тех, кто их читает и слушает. И в частности, сура Юсуф названа ахсан аль-касас, наилучшей истории. То есть, в общем сказать, все истории, они хороши, наилучшие
Однако суру Юсуф именно Аллах начал со слов наилучшая история, наилучший рассказ. И тут ученые привели разные мнения, почему же именно история Юсуфа названа наилучшей. Имам Аль-Куртуби в книге «Аль-Джами' аль-Ахкам аль-Кур'ан» в своем тафсире приводит разные мнения. Упомянем некоторые. Одни сказали, что это наилучшая история ввиду прекраснейшего нрава Юсуфа, его милости и милосердия к своим братьям. Другие сказали, это наилучшая история, потому что в ней упомянуто почти все. Упомянуто почти все. Пророки, праведники, ангелы, джинны, люди, цари и подчиненные, мужчины и женщины, козни женщин, таухид, единобожие, акида, вопросы права, вопросы исламской политики, экономики и так далее. То есть огромное количество информации и пользы можно извлечь из этой истории. Еще одни сказали, это наилучшая история, потому что каждый участник этой истории в конце он получил хороший исход. Все, и сам Юсуф, и его братья, и его родители, и даже женщина, которая пыталась его обольстить, и все, то есть те, о ком идет речь, у каждого был хороший исход, хорошее окончание истории их. Такие разные идеи высказали наши ученые. И далее Всевышний Аллах говорит, мы рассказываем тебе историю, внушая тебе этот Коран. Рассказываем, внушая, то есть посредством откровения, посредством внушения. Откровение, внушение в арабском языке называется вахи. Вахи, и здесь Аллах говорит аухайна, от слова вахи. Этот термин мы должны все знать и должны знать его смысл. Потому что посредством вахи Всевышний Аллах обращался к своим пророкам. Что же такое вахи? Слово вахи в арабском языке имеет смысл быстрое, скрытое послание. Быстрое, скрытое послание и передача информации. Это называется в арабском языке вахи. Скрытое, то есть никто не слышит этого, кроме того, кому предназначена информация, и она передается очень быстро. Однако, если вернуться к шариатскому или же к религиозной терминологии, то вахи – это передача Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля своих знаний избранным своим рабам. Тогда, когда он посчитает это нужным, и путями, которые непривычны для людей. Передача, то есть Аллах Субхану ва Тааля, когда передает знание свое избранным рабам, пророкам и посланникам, и делает это необычным, непривычным для людей образом, делает это скрыто, это называется вахи. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, мы рассказываем истории те посредством откровения, посредством вахи. Здесь еще раз подчеркивается то, что сам Аллах рассказывает эту историю, следовательно, в истинности не должно быть никаких сомнений. Вахи, откровение, немножко об этом упомянем, это очень важный момент. У кого-то может быть мысль, что вахи, откровение – это мысли, рождающиеся в голове самого пророка или посланника. Подобно тому, как мысли рождаются в голове писателя, поэта, рассказчика. Он сидит, думает, размышляет, перебирает разные слова, что-то придумывает, что-то мыслит и думает, каким же наилучшим образом передать свое знание, свою информацию другим. И у него мысли зарождаются. Каждый у нас в школе мы пишем сочинения, да, у нас в голове писали сочинения, мысли зарождаются и так далее. Везде сообщения мы пишем, тоже у нас в голове зарождаются мысли. Так вот же, вахи это не то. Вахи это получение информации извне. И Коран,
книга Всевышнего Аллаха. И сунна, хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это не мысли, которые зародились в голове пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Нет, это информация, которую он получил от другого источника, от Всевышнего Аллаха, извне. И эта информация передается двумя путями. Или напрямую от Аллаха самому пророку, или же посредством ангела, который является в своем истинном обличии, или в облике человека, или же в скрытом от взора состоянии переносит эту информацию и доводит ее до пророка. Еще какой момент надо упомянуть, что эта передача информации, она может быть как наяву, так и во сне. И отсюда и правило, да, как сообщил Абдулла ибн Аббас, великий сподвижник, толкователь Корана, что сны пророков, они являются также откровением и посланием от Всевышнего Аллаха. Чуть позже мы эту информацию, вот этот момент затронем, иншаллах. Значит, Коран – это история, наилучшая история, которую рассказал Всевышний Аллах посредством откровения пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, тебе, говорит Аллах, то есть пророку Мухаммаду, и وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Хотя до него ты был из числа беспечных и неосведомленных, не знающих. Заметьте, Всевышний Аллах говорит, был из числа беспечных, несведущих. Он не сказал, что ты был беспечным. Он не сказал, что ты был незнающим. Нет, он говорит, ты был из числа беспечных. Тем самым указывая на то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, он не один таковым был, а вся община, весь народ до Корана, они являются беспечными, незнающими, неосведомленными. И лишь посредством Корана пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его последователи, они избавились от этой беспечности, незнания и возвысились, приобрели величие. Значит, Коран, это источник знаний, который возвеличивает и возвышает того, кто им будет руководствоваться. Следующий аят. Всевышний Аллах говорит: «Идh قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين». И Аллах начинает рассказывать историю Юсуфа. И вот однажды Юсуф сказал своему отцу: «О мой отец, я видел во сне 11 звезд, солнце и луну. И видел я их мне поклонившимися». Мне поклонившимися, слово сажда, да? Сажда клаб, мы совершаем сажда в намазе, поклон. Сон Юсуфа. Он рассказывает его своему отцу. Ученые единогласны в толковании этого сна, что 11 звезд – это 11 братьев Юсуфа. Солнце и луна – это его отец и его мать. Юсуф, алейхиссалям, будучи еще молодым ребенком, он увидел этот сон и рассказал его своему отцу. Говорит: «Каля я абати». А кто же отец Юсуфа? Отец Юсуфа – Якуб, пророк Якуб. А кто отец пророка Якуба? Пророк Исхак. А кто отец пророка Исхака? Возлюбленный раб Всевышнего Аллаха, его раб и посланник, пророк Ибрахим, алейхиссалям. То есть, таким образом, получается, Юсуф сам пророк, его отец пророк, его дедушка пророк, и прадедушка его тоже был пророком. И поэтому Юсуф является самым благородным человеком. Как об этом сообщил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, передаваемом от Абу Хурайры в Сахих аль-Бухари, что когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, кто самый благородный из людей, он сказал: самый богобоязненный из них. Сподвижники сказали: мы не об этом спрашиваем. Тогда он сказал: это Юсуф, сын пророка, который сын пророка, который сын пророка,
который сын возлюбленного раба Аллаха. Таким образом, Юсуф, алейхиссалям, это самый благородный из пророков. И вот он сообщил своему отцу свой сон. Кто-то тут может задаться вопросом, ну и подумаешь, всего лишь сон. Да, у нас часто дети нам рассказывают сны. Я видел во сне то-то, я видел во сне это. Мы говорим, ну, не переживай, не бойся, это всего лишь сон. Однако, мы только что сказали, что сны пророков, они являются откровением. Сны пророков являются откровением вахи, посланием от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И именно поэтому, если вернуться к истории Ибрахима, алейхиссалям, когда он увидел во сне, как он приносит свою жертву своего собственного сына, он, проснувшись, не сказал: «Уф, какой страшный сон был». Нет, он понял, что это откровение от Всевышнего Аллаха, и сообщил своему сыну: «Я инни ара фил манами анни азбахук», я вижу во сне, как я тебя приношу в жертву. И Исмаил, алейхиссалям, сказал: «Я абати фа'аль ма ту'мар», о мой отец, делай, что тебе велено, сатаджидуни инша Аллаху минас сабирин, и ты найдешь меня из числа терпеливых, говорит. И Ибрахим, алейхиссалям, понял. И когда он рассказал своему сыну Исмаилю, Исмаиль, алейхиссалям, тоже не сказал: «Это всего лишь сон». Нет, Исмаиль, алейхиссалям, тоже. Он знал и понимал, что это откровение от Всевышнего Аллаха, потому что Ибрахим, его отец, является пророком. И здесь также отец Юсуфа Якуб понимает, что это не просто сон. Это откровение и послание от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И поняв его смысл, а смысл его в том, что Аллах Всевышний возвысит Юсуфа в будущем настолько над своими братьями и даже над своими родителями, да, что они будут его почитать вплоть до того, что они сделают поклон в знак уважения к нему. И Якуб, алейхиссалям, поняв это, сказал своему сыну: «Каля я бунайя ла тaqsus ру'яка аля ихватика, фаякиду лака кейда, инна шайтана лил инсани адувун мубин». И тогда он сказал: «О мой сын, не рассказывай этот сон своим братьям, ведь тогда они могут замыслить хитрость и козни против тебя. Ведь воистину шайтан является для человека явным врагом». Якуб, алейхиссалям, понял, что если Юсуф расскажет этот сон своим братьям, они из-за зависти могут замыслить что-то дурное в отношении Юсуфа. И Юсуф, он сам еще ребенок, может не понять то, что они замышляют против него козни и хитрости, потому что он еще юн и не понимает. И поэтому Якуб сказал: не рассказывай просто этот сон своим братьям. Вот из этой ситуации, дорогие братья, хочется остановиться и извлечь несколько польз. Вот из этой ситуации, да, когда Юсуф рассказал свой сон отцу, и отец ответил на это. В первую очередь здесь указание на то, что человек должен спрашивать у знающих людей, если он не знает. Как в другом аяте Аллах сказал: «Фас'алу ахля дзикри ин кунтум ла та'лямун», спрашивайте у знающих, если вы не знаете, говорит Аллах. И здесь также Юсуф, алейхиссалям, он не понял смысл сна, и поэтому обратился к знающему своему отцу. И не только знающему, но также к тому, кому ты доверяешь, в ком ты уверен, что он не навредит тебе или не ответит во вред тебе. Второе, здесь указание на то, это мудрость Якуба, алейхиссалям, умение думать о последствиях своих решений. Умение думать о последствиях сказанных тобою слов и о последствиях своих дел. Это великая мудрость, и в этом, несомненно, нуждается каждый из нас. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в отношении слов сказал следующее:
«Ман кана ю'мину биллахи валь яумил ахири, фальякуль хайран ау лиясмут». Тот, кто верует в Аллаха и в судный день, то пусть говорит благое или молчит. Благое, значит, это слова, в которых есть польза и которые не принесут вреда. Исходя из этого хадиса, слова, произносимые нами, мы можем разделить на 3 категории. Слова, которые, если мы скажем, они принесут пользу, а не вред. И слова, которые мы произнесем, второй вид, это вредные слова, которые усложнят нам или другим людям жизнь. И третье, это слова, в которых мы сомневаемся в их исходе. Скажу, что будет, не знаю. Будет ли это на пользу, или же наоборот будет только хуже, я не знаю. Сомнение. 3 вида последствий произнесенных нами слов. Если мы уверены в том, что эти слова пойдут на пользу, то мы должны их произносить. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пусть говорит благое. Если же в этих словах вред и нет никакой пользы, то понятно, мы должны оставить эти слова. А если же есть слова, и мы в них сомневаемся, не знаем об их исходе, не уверены, то в данном случае мы также молчим и ждем, пока не пояснится, то есть не разъяснится, что-то не прояснится, может появиться дополнительные какие-то сведения, и мы поймем, что лучше эти слова сказать. Или наоборот, скажем, хорошо, что я тогда не сказал, вот сказал бы, было бы плохо. Ведь сомнительное мы должны оставлять так же, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да ма ярибука иля ма ла ярибук», оставь то, в чем ты сомневаешься, и делай то, в чем ты не сомневаешься. Это очень важный момент, дорогие братья. Мудрость, да, в умении молчать. Так же, как умение сказать нужные слова в нужном месте, также великая мудрость – это умение не сказать что-то. Как здесь указал пророк Иакуб своему сыну Юсуфу, потому что он знал, что последствия будут очень плохими. И также в этом случае, в этой ситуации отца и сына, есть указание на желательность предостережения друг друга об опасности. Если ты знаешь, что твоему брату, родственнику, близкому есть какая-то опасность, которая может ему навредить, то лучше его предупредить. Вот очень, да, бывает, альхамдулилля, даже в группах, чатах иногда какой-то брат выходит в путь, дорога как бы не очень надежная, гололед, заметает, буран. И вот некоторые братья снимают видео и скидывают. Да, дорогие братья, на дороге такая ситуация. Если, говорит, можете воздержаться от того, чтобы выйти в путь, то воздержитесь. Это как бы он предостерегает и предупреждает нас о том, что нам может навредить. В этом есть, братья, благое дело. Далее, в конце своих слов, Иакуб, алейхиссалям, что говорит? Воистину, шайтан является явным врагом для человека. Заметьте, да? В первую очередь, он сказал, не говори историю своим братьям, потому что твои братья могут замыслить козни и хитрости против тебя. В первую очередь, значит, он учел характер и учел возможные действия его братьев. И также он учел шайтана, который всегда подстерегает сыновей Адама, его потомство. Ведь он сам обещал Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, когда Аллах изгнал его и дал ему отсрочку до судного дня, он говорит: «Каля фабима агвайтани лаакуданна лахум сиратака аль-мустаким». Из-за того, что ты сбил меня с истины, он винит в этом Всевышнего Аллаха, я сяду на прямом пути твоем. На прямом пути буду сидеть. И твои рабы, которые будут идти по этому пути, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Я буду являться к ним перед ними, за ними, справа них, слева них. То есть шайтан кружится со всех сторон. Со всех сторон кружится. ولا تجد أكثرهم شاكرين. И большинство из них ты не увидишь благодарными.
То есть он каждый момент, в каждой ситуации пытается использовать по максимуму каждую зацепку для того, чтобы навредить человеку и сбить его с прямого пути. То есть даже вот этот момент Якуб, алейхиссалям, да, взял во внимание. Не только нрав братьев, но также и шайтана, что он всегда здесь, и он может воспользоваться этой ситуацией и внушить в сердца его братьев некую ненависть и ревность. И в этом также здесь есть пример пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он был в и'тикафе, его жена, София, рассказывает, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был во время и'тикафа, я пришла его навестить, принесла ему еды, и уже стемнело, было поздно, он вышел меня провожать до дома. И когда мы шли, нам навстречу попались двое сподвижников. Они дали друг другу салям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, остановив их и сказал: воистину, это моя жена София. И тогда сподвижники сказали: о, посланник Аллаха, разве у нас могут быть какие-то дурные мысли и сомнения в отношении тебя? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: инна шайтана яджри миналь инсани маджрад дам. Воистину, шайтан передвигается в человеке по его, скажем, кровеносной системе. «Фахашиту ан якдифа фи кулубикума шей'ан». И я побоялся, что он что-то внушит в ваши сердца, что-то дурное, какие-то дурные мысли. Это тоже, да, великая мудрость, умение. Если есть угроза, да, что наши слова или наши действия могут быть восприняты двояко, негативно, в дурную сторону, то мы должны вносить прояснение в таких ситуациях, чтобы у людей в сердцах не осталось каких-либо дурных мыслей, сомнений или каких-то неприятных чувств к нашим действиям. И последним аятом сегодня завершим. Далее продолжаются слова Якуба своему сыну: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. И таким образом Аллах изберет тебя. Таким образом твой Господь изберет тебя. То есть так же, как во сне Он показал, что солнце и луна и звезды преклонятся перед тобой в уважении, то Аллах Всевышний изберет тебя пророком и научит тебя и научит тебя толкованию событий и снов. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. И далее говорит: и завершить свою благодать, свою милость над тобой и над родом Якуба, как он завершил ее прежде над твоими отцами Ибрахимом и Исхаком. То есть он тебя изберет и завершит свою милость, то есть одарит тебя пророчеством и благами этого мира и благами следующего мира, так же, как он одарил до этого твоего отца Ибрахима и твоего отца Исхака. И аят завершается словами: «Инна раббака алимун хаким». Ведь воистину твой Господь знающий, мудрый. У нас часто, дорогие братья, аяты заканчиваются парными именами. Два имени. Так вот, эти имена, они не просто так пришли вместе. Каждое имя указывает на отдельное значение, а когда они вместе, они дают еще дополнительный смысл. И как в этом случае: «Инна раббака алимун», воистину твой Господь знающий, то есть всезнающий. Нет ничего, чего бы Аллах Всевышний не знал. Он знает все, что было, все, что происходит сейчас, все, что будет в будущем, и даже то, чего не было. А если бы оно было, то как бы оно было? И Аллах Всевышний сказал: «Вама тасқуту мин варақатин илля я'ламуха». Не упадет ни один листок, кроме как с его ведомым. И он аль-хаким, мудрый. Мудрый, то есть он, что бы он ни совершал, он совершает это не просто так. В этом заложена какая-то цель, какая-то мудрость. И если совместить это имени вместе, знающий и мудрый, мы получим, что Всевышний Аллах знание свое
применяет по мудрости. И что бы он ни совершил, что бы он ни сделал, что бы не возложил к нам в обязанности, скажем, да, шариат, законы Всевышнего Аллаха, что бы нам не запретил, а это все Всевышний Аллах делает на основе своего знания. Он знает, что в этом есть польза, поэтому Он нам это повелел или разрешил. Он знает, что в этом есть вред, поэтому Он нам это запретил. И это Он делает по своей мудрости. И здесь также Якуб своему сыну говорит: воистину твой Господь знающий, мудрый, поэтому ты не переживай. Ты не переживай. Он избрал тебя посланником, своим пророком. Он одарит тебя своей милостью, даст тебе наилучшие блага этого мира, возвеличит тебя, и Он знает, кому дать это послание, как его передать и как его довести. Поэтому тебе не следует об этом переживать. Уповай на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, ведь Он знает, и Он по мудрости своей действует, совершает. И это для нас тоже урок. Все законы Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, Его религия, нам не нужно что-то дополнительно придумывать. Нам не нужно задумываться, а нужно лишь взять это, руководствоваться и жить этой религией. Потому что эта религия ниспослана от всезнающего Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Он знает, что лучше и полезнее для Его рабов, чем сами Его рабы. Он знает, что вредно для нас лучше, чем мы сами. И, следовательно, Он что-то повелел, мы совершаем это. Если Он запретил, мы должны этого сторониться и даже не искать какие-то хитрые пути или задаваться вопросом, почему, зачем это нельзя и так далее. Нет. Слова верующих, они таковы. Сами'на ва атa'на. Мы слушаем и повинуемся. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله